Всем привет, дорогие друзья! Рада снова видеть вас на моем канале Лавка старины. Сегодня хочу рассказать историю восстановления часов с кукушкой. Вот, часы висят криво. Вроде бы идут. Я тут пока ложку повесила. Граммами меньше, чем обычный маятник. И определенно они спешат. Если же я его вот так вот повешу прямо, он у меня не идет. Кукушка работает. Вот, я вот сняла часы. Как я уже говорила, они у меня идут, когда висит криво. Я решила маленечко все-таки тут покопаться и попробовала настроить. Сейчас я вам покажу. Вот этот поводок я попробовала сейчас настроить. А для этого я маленечко, тихонечко нажала его в правую сторону. И при этом вот придерживала вот там вот эти вот штыри. Вот. Сейчас проверим, что у меня получилось. Ну, в общем-то, я уже повесила. Так, маятник, шишки. Одна шишка весит у меня 450 грамм, а это почти 500 грамм. Ну, та шишка, которая идет, отвечает за ход часов, он у меня будет поменьше по весу. Чуточку поменьше по весу. Сейчас посмотрим, что у меня получится, да? Так, я вам сейчас покажу. Вот, часы пока что не идут. Сейчас еще раз попробую вот это наклонить. Просто одной рукой держать часы и другой рукой я сейчас держу телефон, поэтому мне неудобно. Я еще раз попробую вот этот поводок повернуть, чтобы у меня часы пошли. Ну, по крайней мере, вот я держу вот на краю стола, да, соответственно, часы у меня стоят прямо, получается, и тикает. Раньше они у меня в кривом состоянии шли, а сейчас вот они вроде как пошли. Вот там вы видите, вот крутится вал. Таким вот образом. Ну, повесим, проверим, насколько идут, насколько это помогло. Настройка поводка, да? Вот. Часы я купила еще в прошлом году, без маятника, без шишек, без цепочки. И потихоньку вот детали прибавлялись. Ну, посмотрим. Я раньше такими часами никогда не занималась, конечно. Просто, видите, вот я люблю что-то находить, что-то пытаться восстановить, привести в чувство, как говорится,
дать вторую жизнь. Не знаю, получилось, не получилось, но проверим уже в течение суток. Потом надо будет настраивать его на точность ходов, точность хода. И потом посмотрим. Вроде бы часы заработали в первый раз за, ну, как минимум за 30 лет.